С вами я, Алена Алексеева, и очередной выпуск Алексеева Лайф. Сегодня поговорим о прям такой бомбической теме шарлатаны в Якутске. Что у нас происходит вообще? Не знаю, не могу сказать в последнее время, по-моему, это происходит постоянно. То пирамиды, то айфоны, то фэн-шуй, то талисманы, то браслеты, то пятое, то десятое. Мы обсуждаем сегодня то и тех, кто в этом во всем участвует. Давайте я, пожалуй, начну с фэн-шуя. Это все-таки, конечно, классика, это, конечно, все прямо самое вкусное, смачное, что происходило не так давно. Речь пойдет о Снежане Тихоновой. Снежана Тихонова – оборотистая такая дама, которая продвинула недавно листовку по профилактике коронавируса. По факту это была листовка, которая выпущена каким-то китайским муниципалитетом, а она ее преподнесла у себя в странице Инстаграм как талисман, который изготовил специально для якутян гуру, умерший несколько лет назад. И не от коронавируса. Но, по-моему, еще не пробито, я так понимаю, да, потому что потом Снежана начала изливать слезами и дикими какими-то страшными историями о каше на воде и 2 картошках, да, в общем, не верю. Не верю. Я не хочу там трогать историю ее родителей, еще что-то, потому что, все-таки считаю, что дети не в ответе за своих родителей, да, но тем не менее, подсунуть листовку профилактическую, где написано «носите маску, мойте руки и проветривайте помещение» под видом талисмана, это, конечно, что-то. Фигурки, которые продает Снежана Тихонова у себя активно в Инстаграм, по факту стоят в 10 и более раз дешевле на Алиэкспрессе. Видимо, человек все-таки чем-то там заряжает, превращает во что-то чудодейственное, что поможет просто избавиться от бедности, проблем в личных отношениях, бесплодия. Кстати, да, человек трогает вообще все аспекты жизни, там помогает беременным или беременеть. То есть, понимаете, нам, в принципе, клиники репродуктологии не нужны. Мы, в принципе, вообще можем Снежану выдвинуть на Нобелевскую премию за то, что она придумала средства от коронавируса. И можем ее отправить в Ухань. Может быть, она действительно поможет бедным людям. Почему они там тысячами должны погибать, а она сидит одна на каком-то чудодейственном талисмане? Это просто негуманно. Да? Это негуманно по отношению ко всему человечеству. Снежана, так нельзя поступать. Если у тебя есть средства, делись с людьми. Хватит уже верить во всю эту ерунду-то. Вы понимаете, вас уже конкретно наеживают. Это такая дикость и такая наглая, такая циничная вообще афера. Я по-другому назвать это просто не могу. Хватит уже. Там Харе Рама, там и это все бесконечно. Благодарю. Люди, вы реально выглядите как бараны. Вас обманывают, а вы там еще без конца благодарите. Да? И у меня еще просто кровь из глаз и из ушей, когда я это слышу, вернее, когда я это вижу, да, как это пишется, благодарю. Кстати, у Жаната Жусупова такая же фишка. Я когда ходила на его семинар, он тоже слова все разбивает на эти какие-то там дикие составляющие. Кстати, он, по-моему, тоже приезжает, да, очередной шарлатанишка. Я ходила на его семинар, это же просто трэш, это же прям черти что. Что такое фэн-шуй? Это про гармонизацию пространства, это про грамотное течение энергии, если вы в это верите. Это не про красные трусы на люстре, они вас не выдадут замуж. Вы можете кинуть, сидеть и ждать, но этого не произойдет. Может, бомж какой-нибудь постучится нечаянно, да, ошибившись в дверью. Крышка унитаза не закрытая, вся энергия уйдет, сольется в унитаз. Унитаз и его крышка были придуманы, причем, наверное, сам унитаз раньше, а крышка позже, придуманы в 16 веке, а фэн-шуй гораздо древнее учение. И сопоставляйте факты. Астрология Бадзи. Вообще никогда раньше в астрологию не верила, да, потому что мне никогда не нравилось, что писали в описании про рыб. Я рыба сама. Мое описание никогда не соответствовало тому, как я себя ощущала и тому, как я себя проявляла. То есть, вы сейчас посмотрите и скажете, какая она рыба, она вообще не рыба. Потому что, да, очень-очень большой диапазон в каждом знаке. Я допускаю западную, классическую, астрологию, и это не то, на что бы я положилась. Это лишь способ осветить вашу дорогу. То есть это фары на машине. Но это не есть сама дорога, по которой вы должны идти. Это ваше право выбирать такой путь или не такой путь. В основе всегда стоит сам человек. Астрологией, звездами нету никаких предсказаний на судьбу. И любой здравомыслящий астролог вам именно так и скажет. Те, которые скажут, ты никогда в жизни замуж не выйдешь, все, вы просто можете вставать и разворачиваться, мысленно плюнув ему в лицо. У меня была знакомая,
которая этим начала заниматься и очень активно практиковать. Она говорит, слушай, давай я тебе как бы скажу, да, вот кто ты, какая ты. Взяла у меня там информацию про дату рождения, время рождения. И вот она мне, значит, говорит, вот поскольку ты вот родилась тогда-то, и вот во столько-то, ты человек, которому плевать на чужое мнение. Офигеть, вообще открытие. Боже мой, да правда, что ли? Ну, ёшкин кот, а я не знала, да? Каждый раз, когда ты что-то слышишь про себя в позитивном ключе, тебе, конечно, вот так вот, да? Потом она мне говорит о том, что тебе надо двигаться западнее. Я говорю, куда это западнее? Ну, в сторону Арабских Эмиратов. Как все девушки из Инстаграм улетают, ну не все, да, определенная категория улетают в Инстаграм. В общем, она меня тоже туда послала, в Арабские Эмираты. Но, честно говоря, вообще полная шляпа, туфта. Это не заслуга звезд, что я имею такой вот определенный характер, такую жизненную или гражданскую позицию. Это на самом деле исключительно моя личная работа над собой. А как вы относитесь к нумерологии? Что вы думаете про это? Это как бы некая такая система предсказаний будущего, да, это прогнозирование, опять же, да, прогнозирование. Мне кажется, это вообще самое неблагодарное дело – прогнозировать свое будущее. А тем более основываясь на цифрах или на сочетаниях чисел. Ну как вообще, то есть то, что придумал человек, может влиять на человека? Человек был раньше. Цифры, они появились потом. Вот меня спрашивают про одного известного и в некотором роде успешного шамана по имени Юрий Иванов. Молодой шаман. Ну, так это даже немножко так секси, да, прям так звучит, выглядит. Но я вот захожу, допустим, к нему на страницу. У него там две еще какие-то рабочие страницы идут. Одна – это кафе монгольской кухни. Ну, окей, шаманам тоже надо жить. Другой бизнес – это уже, ну, вот тут прям вот уже начинаются вопросы. У шаманов, ну, насколько мне было известно, у них нету фиксированной таксы. Это то есть человек сам оценивает, во сколько он оценивает свою проблему, которую он решил при участии или при помощи шамана. Мешок мяса принес, хлеба, там кусок, ну вот я не знаю, или там уж деньги сам дал, сколько посчитал нужным. Страница, та, которая рабочая по шаманской деятельности, да, у Юрия, она гласит о том, что вот там какого-то числа будет обряд очищения. Приходишь, платишь 3000, садишься в кружок в каком-то там помещении, да, большом, и все, и шаман ходит и тебя очищает. Чего? Зачем? Кого? Почему? Как он очищает? Какие у вас проблемы? Как он диагностирует их? Почему вы, в принципе, думаете, что их вот так вот можно взять, очистить и вот убрать саму проблему? Ну, да, вот просто, чисто вот навскидку, гипотетически представим, допустим, у девушки нет достоинства, она себя не ценит. Как обряд очищения за 3000 поможет ей приобрести вот это качество? Такая толпа людей абсолютно разномастных, с абсолютно разными проблемами сидит в кругу, и каким образом происходит вот это индивидуальное взаимодействие. Что мне не понравилось конкретно у Юрия Иванова на странице, это то, что у него посты длинные, под которыми женщины пишут: «Вы такой молодой, но уже такой мудрый, вы такой прекрасный, вы такой умный, вы там то, сё». Мне, конечно, интересно с точки зрения длинного текста. Я сама автор лонгридов. И я сама вот как бы пишу свои тексты, и я понимаю, сколько это труда. Я думаю, ну надо же, какой молодец, а. Ну вот он там отфигачил текстов-то прям вообще вот такие матрасы. Ну и что я сделала? Я проверила, прогнала их через сайты, которые проверяют тексты на уникальность. Нет. Это не Юрий Иванов написал. Это совсем другие люди писали. Это просто называется, вот я вот оттуда содрала, себе поставила. Даже можно, кстати говоря, это понять по орфографии. Когда он пишет тексты на якутском языке, у него между текстом и знаками препинания, пунктуации, большой пробел стоит. Это вот есть такая фишка у людей, или у них там смартфон так устроен, что они нажимают на пробел автоматически. А в этих текстах нет, там все по-литературному, там все как положено. То есть слово закончилось, сразу впритык точка или там запятая, да? Это такие мелкие нюансы, по которым можно вычислить, плагиат или не плагиат. Вот какой вопрос меня мучает. Вот, допустим, шаман очищает помещение. А вы же в это время верите в фэн-шуй. Там у вас жаба стоит в одном углу, да, тут крышка унитаза закрыта, тут специальный там какой-то водоемчик или аквариум. А он вам придет все почистить. Он-то по-якутски почистит, а вы-то в китайскую как бы систему верите. У вас там как это схлопывается. Ом Хари у Снежаны Тихоновой, те, которые вот у Юрия Иванова. Но они же проповедуют разные вещи. А вы и там благодарите, и тут благодарите, и это вам надо, и вот то вам надо. Ну, как бы, знаете, что-то я вообще не понимаю. Ну, такая каша. Клининговые компании хорошо очищают помещения, а не вот это вот все.
Ну и, как я поняла, этот молодой шаман также занимается тем, что, ну, видимо, в этом они сошлись со Снежаной, да, он занимается тем, что продает талисманы или там обереги тоже какие-то. Талисман. Что вообще такое талисман? Это некий предмет, который шаман якобы, что он делает? Он там какую-то энергию, да, на что-то там, на богатство, допустим. Вы все время думаете о том, как заработать, а заработать у вас не получается, и вы покупаете какую-то штучку, которая вам обеспечить должна это богатство. Ты как бы свою проблему вкладываешь в этот предмет. Оставляешь ее дома там, или носишь с собой где-нибудь там за пазухой, но оно не в голове. И все, и таким образом это чистой воды психология, ну или НЛП. Когда вам говорят, сегодня вы обязательно должны надеть белые одежды. И плевать, блин, что за окном-то вообще январь, и в принципе у тебя нету полностью белого гардероба. И ты думаешь, блин, у меня сапоги черные. Поэтому у меня сегодня день не сложился. Произнесите эту молитву в течение дня 109 раз. У тебя откуда столько времени, чтобы молитву 109 раз произнести? Ты что делаешь-то вообще? Ты не работаешь, у тебя детей нету, да? У тебя нету мужа, или там у тебя нету, я не знаю, каких-то других дел. То есть вот сиди и молись там 109 раз. И что человек думает, да? Он не сделает 109 раз. 10 раз, может быть, сделает. В итоге у него возникает чувство вины, что он накосячил и не выполнил задание дня. В итоге, конечно, какая-то неприятность произойдет. Они, в принципе, имеют место быть. Ты опоздал на автобус, кто-то на ногу наступил. Ты это уже начинаешь гипертрофированно воспринимать, потому что думаешь, вот, говорила же мне Снежана, если ты не наденешь полностью белое, будет плохо. Вот плохо и произошло. То есть человек, он начинает подтягивать ситуацию жизненную, да, то есть бытовые какие-то вещи начинает тянуть на вот эту вот какую-то традицию или какой-то ритуал. Допустим, кто-то смог, да, смог 109 раз прочитать молитву. И день у него прошел хорошо. Но день у него прошел хорошо, потому что он проснулся, а потом лег спать. У него вообще никаких проблем не было, потому что у него не было времени вообще чем-то другим заниматься. Прекрасный день прошел вообще. И человек убеждается, вот Снежана же говорила, что все будет хорошо. Таким образом, вас просто садят на крючок. Вы становитесь зависимым. Я помню, был период в Инстаграм, когда у всех вдруг на аватарках появились 3 девятки. Я думаю, что такое вообще, что происходит? Вы готовы поменять свое лицо на 3 девятки. Вы готовы обезличиться. Вы уже, в принципе, обезличены. Те, которые слепо следуют вот этим вот советам, вот этим ритуалам, у вас уже нет ни личности, ни лица. Подумайте об этом, пожалуйста. Я бы хотела затронуть еще одну категорию людей. Это блогеры с большим количеством подписчиков. Те, которые транслируют платно или бартером учения, какие-то мероприятия. Это очень большая ответственность. В свете, допустим, той же самой ситуации с Линой Малиной, которая, кстати, была и проводником Снежаны Тихоновой. Я поставила очень сильную защиту. И продолжаю верить в магию, я продолжаю верить в фэншуй. Айфоновой пирамиды. Извини, Лина, без тебя тут вообще никак. Это люди, которые вот эту вот ересь несут в массы. Когда вообще развивалась вся ситуация с пирамидами, у меня еще была какая-то надежда, что человек ошибся из-за незнания, да, из-за нехватки информации или безграмотности так поступил. Но на самом деле нет, это не так. Это просто ее принципиальная позиция. Потому что тот же самый ставочник, вот этот вот Аял Лебедев. Это единственный прогнозист из Якутии, который работает на благо людей. Хотите легкие деньги? Свайпайте вверх. Которого тоже немалое количество людей рекламировали. И люди, которые не выиграли, если они там где-нибудь заикнутся, их просто блокируют. А вы что думаете, там все прям бесконечно выигрывают? Нет, естественно. Лучше уж, наверное, я не знаю, поехать в Лас-Вегас и поиграть в казино. Проиграться в пух и прах, потому что казино всегда выигрывает. Всегда. А уж всякие ставочники из Телеграма, это уж, они за счет этого и живут. И вот когда наши милые, распрекрасные девушки начинают рекламировать вообще что ни попадя, к чему вообще эти люди ведут наше население? Зачем вообще я об этом говорю? Почему я там рассуждаю на тему? Наверное, я завидую. Может быть, я тоже как Снежана Тихонова хочу. Может быть, да, может быть. Можно было бы так подумать, если бы у меня не было экономического образования, в которое она, кстати говоря, в последнем там своем слезливом опусе ткнула, да? То есть, мол, якобы вот у людей есть экономическое образование, а я вот человек без образования, зато вот смотрите, как я поднялась. На самом деле, если бы у Снежаны Тихоновой было бы хоть немножко, хоть зачатки экономического образования, она бы понимала, что облапошить все население максимально, это называется просто выжечь землю дотла. Вот собрать все, а дальше хоть трава не расти. И плевать ей, как эти люди будут жить дальше. Она-то улетит там на своем самолете
вероятно, и наличные заработает, да, скоро. Вы, главное, побольше талисманов покупаете, тогда у нее все будет. Если бы она знала, на чем строится экономика, она бы понимала, из чего вообще формируется доход. Когда люди вкладывают в экономику, покупая продукты, изделия местного производства, то, что двигает экономику внутри республики, внутри города. Люди работают, люди зарабатывают, они не верят в какие-то там фигурки, да, и не рассчитывают получить жизненный какой-то заработок или какой-то там доход за счет того, что жаба стоит в правильном углу. И тогда экономика двигается. А тогда, когда приходит Снежана Тихонова и говорит: купите у меня вот эти вот все финтифлюшки, и женщины-пенсионерки отдают там свои кровные последние, потому что думают, что они излечатся. Вот это гораздо серьезнее. И об этом никто не думает. Все начинают думать как-то мелко про зависть, там, про то, про сё. Как бы, когда такое засилье шарлатанов со всех сторон, одни через айфоны заходят, другие через амулеты, талисманы, третьи заходят через обряды очищения. Человек, который находится в уязвимом состоянии, который находится в состоянии отчаяния, он побежит и заплатит за все. И использовать это, мало того, что это просто, это отвратительно, это мерзко, это низко, это подло, это плюс ко всему еще серьезный урон для экономики, я считаю, да. И они еще не платят налоги, потому что, в принципе, все сейчас в открытом доступе. Зайдите на ИП Тихонова Снежана Батьковна, не знаю, как ее отчество. У нее там, насколько я помню, значит, издательство книг. Ну, это когда вот ты взяла, почитала Правдину, перевела ее на якутский язык и под своим именем выпустила, да, плагиат. У нее даже за это нету никаких поступлений в бюджет. Она же говорит, что она такая успешная. А почему ты налоги-то не платишь, Снежана? Раз ты такая успешная, да, сидишь там Гуччи, Луи Vuitton, там бизнес-класс, все дела, да, с бокалом вина. Где налоги? Деньги мимо чего проходят? Почему это так? Мне кажется, налоговые органы должны заинтересоваться вообще этой женщиной. Ну и главная мысль, которую я хочу донести сегодня, это: не верьте никому, не просите ни у кого никаких советов, только вы сами эксперты своей жизни. Никто не знает вашу жизнь так, как вы ее знаете. Никто ее никогда не сможет прожить, насколько вы ее прожили. Ни один специалист, ни один эксперт, а тем более те, которые вас подвешивают на крючок, это вообще не специалисты, это настоящие шарлатаны. В каждом из вас есть ресурс, который вас способен вывести на новый уровень развития. Просто изучайте себя, начинайте понимать, кто вы, зачем вы, что вам интересно, что вам нравится, что вас увлекает, из чего вы вообще в целом состоите. Не надо доверять ее какой-то монетке, не доверяйте свою жизнь никакой жабе или щуке. Вы целый космос, каждый. Я вам искренне желаю удачи и успехов на этом поприще, на поприще познания себя. С вами была Алена Алексеева. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно, комментируйте. Меня смотрят думающие люди.